16 ноября самбисты страны отметят 80-й день рождения этого вида спорта. В Чувашии единоборством занимаются 2000 мальчишек и девчонок. Республиканская школа самбо работает уже полвека. Искусством самообороны без оружия за это время овладели более 30 тысяч человек. Накануне юбилея в столичный дворец самбо заглянул наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Предстоящий юбилей самбо не внес изменений в тренировочные планы спортсменов, но все же ощутить атмосферу праздника самбистам удалось. Занятия юношеской группы вместе с заслуженным тренером Чувашии Сергеем Пегасовым проводила трехкратная чемпионка мира по самбо, спортсмен-инструктор Чебоксарской спортшколы «Спартак» Елена Бондарева. Для моих подопечных сегодняшняя тренировка, конечно, это больше психологический фактор. Действующий спортсмен, чемпион мира, чемпион Европы, победитель Кубка мира и заслуженный мастер спорта пришла поделиться своим опытом. Не только психологически, но и техникой, тактикой своей борьбы. Кстати, трехкратная чемпионка мира, шестикратная обладательница Кубка планеты, чемпионка Европы и универсиады по нынешним меркам в самбо пришла достаточно поздно, в 13 лет. В конце учебного года к нам пришел тренер в класс, предложил заниматься борьбой дзюдо и самбо. Ну и мы дружным коллективом, как-то девчонками пошли в секцию самбо. Конечно же, на пути к верхней ступени пьедестала почета без синяков и шишек не обошлось. И сегодня Елена Бондарева старается объяснить своим подопечным, что ошибок можно избежать, если следовать советам наставника. Я хоть и занимаюсь 6 лет, но вот канарейка на руку еще не изучала такой прием. Прям хорошо. И Елена Бондарева сейчас его показала. Я буду пытаться его пробовать на соревнованиях. Советом опытного и титулованного самбиста внимали не только девушки, но и юноши. Она заслуженный мастер спорта, да, это о многом говорит. И я считаю, в этом ничего такого нету. То, что она нас учит, и это очень правильно. 2 тренировочных часа пролетели незаметно, а по окончанию занятий самбисты поблагодарили не только своих наставников. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.